Всем привет! Меня зовут Мирия. Можете кратко назвать меня Мирей. Я очень сильно радуюсь, потому что наконец-то снимаю свое второе видео. И это так меня вдохновляет. Кстати, добро пожаловать на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. В дальнейшем вас всех будет ждать полезные, интересные, красивые видосики на разные темы. Я буду рассказывать вам и про медицину, и про мою жизнь, и буду вкладывать полезные видосики, и еще, разные темы будут. Так что ждите. Это видео будет посвящаться моим любимым дорамчикам. Примерно назову топ-5. Приятного просмотра. Первая драма, о которой я хочу рассказать, это моя самая первая драма «Мальчики краше цветов» или «Цветочки после ягодок». Я думаю, что уже все люди почти смотрели эту драму. Эта драма вызывает у меня такие теплые ощущения, так как это самая первая дорама, которую я смотрела. Прям тогда я смотрела так сильно, вот я как-то вошла в этот мир дорам, и просто с первой серии уже затянула меня. И моими самыми любимыми актерами стали Ли Мин Хо, еще вот Пак Шин Хэ, из дорам вот «Наследники». Тут Ким Чан Ди, но не знаю, точно не знаю ее настоящее имя, нужно мне посмотреть обязательно. И там сюжет такой интересный, хотя сейчас уже банальный. Просто хочу поделиться своими ощущениями, когда я смотрела эту драму. Там, вот, например, Ким Чан Ди, она живет в бедной семье. Там есть, конечно, у нее что есть и где жить. У нее есть и родители. И однажды она спасает одного человека, точнее, школьника. И потом она становится известной, потом ее примут в элитную школу, где вот учится Гуджинпё и F4. Это такое классное название, да, F4, которое состоит из 4 популярных парней. И у каждого из этих парней есть своя история, своя жизнь. Потом уже Гуджинпё вообще... Гуджинпё потом как-то начала интересоваться ею, и дальше уже сюжет становится еще интереснее. И там одна моя любимая сцена, это сцена в бассейне, по-моему, да, одна из моих любимых сцен. И я волновалась даже, когда Гуджинпё отказался от Ким Чан Ди. Тогда я даже, по-моему, плакала. Даже не помню немножко. Теперь вторая дорама. Вторая дорама, о которой я хочу рассказать, это «Алые сердца Корё». Корё, по-моему, да. Эта дорама, конечно же, моя самая любимая дорама. Там все почти прекрасно. Актерский состав тоже прекрасный, шикарный даже. Там персонажи, актеры
по-моему, их назвали Хэсу, и четвертый принц — это Ван Со. Их история любви, но это очень трогательно, даже трогает до глубины души. Но это еще как фантастическая драма. Хэсу и Ван Со, но именно в конце они не воссоединились, только это расстраивает. Но, скажу вам честно, эта драма самая интересная, просто захватывает. И мы, даже люди, живущие в современном мире, смотрев эту драму, можем осознавать много чего. Просто смотрите, я вам очень советую. Я как-то уже с вами разговариваю по душам, стала более, по-моему, открытой. И открыто говорю то, что мне понравилось. Говорю именно свои ощущения. Надеюсь, вы как-то не будете против. Третья драма — это у меня драма «Мышь». «Мышь». У этой драмы жанр не мелодрама, а детектив. Я очень люблю сейчас детективные драмы, такие сериалы стали меня как-то заинтересовать. И эта драма примерно стоит у меня на первом месте среди детективных драм, потому что там, в этой драме, ты не знаешь, что будет происходить в дальнейшем, не знаешь, чего ожидать, и кто там серийник. И эти сюжетные повороты просто потрясающие. И это драма, серьезная драма, психологическая драма, так как после просмотра ты уже думаешь, как устроен наш мозг, как устроена наша психика. И там есть еще линия любви, конечно же. Это вызывает уже множество ощущений, так как в конце этой драмы вы будете немножко в шоке. Я не буду раскрывать все карты этой драмы, лучше вы посмотрите эту драму обязательно. Эта драма состоит из 16 серий или 20, но вы будете смотреть эту драму без этих, например, мы же перематываем иногда, плюс 10 даже, но эту драму вы будете смотреть так, залипать, смотреть с первой серии до конца. Надеюсь, это будет у вас так же. Четвертая драма — это «Двух миров», W. Там тоже актерский состав шикарный, самые популярные актеры Кореи играют там. Это тоже немножко фантастическое, не то что немножко, и сюжет состоит из таких фантастических элементов. Сюжет, по-моему, сейчас немножко вспомню я. Там играет, там есть персонаж Кончоль, и потом Йонджу. Кончоль именно персонаж из комикса, из комикса W. Потом Инджу — это
Юнджу. Юнджу, она хирург в больнице, и там однажды она попадает в этот мир комикс W и спасает Ханчоля от неизвестных убийц. Там это потом окажется... Ну, потом тоже не буду раскрывать карты. Но там очень интересный сюжет, во-первых. Во-вторых, это такая дорама, которая вызывает такие теплые ощущения, теплые чувства. И их любовь тоже такая трогательная в конце, но они наконец-то воссоединились. Это самое, то, что хорошее. Тут есть happy end. Пятая дорама, о которой я хочу рассказать, это дорама называется «Императрица Ки». Надеюсь, вы слышали об этой драме. Это историческая драма, как-то похожа на китайских драм. Немножко, наверное, их типа внешний вид одежда, немножко как-то схожие они. Там главный вот актерский состав шикарный. Там играет главная вот актриса, ей примерно под 40 лет. Не помню ее настоящее имя, но скажу вот честно, прям она играет очень реалистично. Она прям так старается, и вот даже ты чувствуешь, смотря эту дораму, как она играет, как она проживает эти эмоции. Ну, это вообще великолепно просто. И главный актер, там, по-моему, 2 главных актеров, именно самый вот главный, этот король, по-моему, китайской провинции, да, там играет он, если не ошибаюсь, я уже сколько лет назад я посмотрела эту дораму, не помню. Линия любви, линия еще детектива. Там очень красочно все, но есть и очень такие волнительные моменты, трогательные моменты все эти. Даже есть моменты, где ты хочешь плакать, просто где-то ты радуешься. Ты вот тоже, смотря эту драму, проживаешь разные эмоции. В общем, это прекрасно. Сегодняшнее видео, это как-то получилось такой душевной, я чувствую, так как я просто разговаривала с вами. Я не готовилась, чтобы снимать это видео. Вот просто сразу я вот примерно, наверное, час назад сразу захотела снимать свое второе видео. Именно хотела рассказать о дорамах. Вот, поставила штатив сзади. И потом, вот тогда я снимаю это видео. Я просто хотела вам посоветовать смотреть эти дорамы. Они просто самые топовые дорамы для меня. А вы потом посмотрите и решайте, и напишите свои отзывы в комментариях, и поставьте лайк, не забудьте подписаться. Скоро и сниму третье видео. Третье видео будет... Нет, не буду раскрывать карты. Третье видео будет очень полезным. Просто это так скажу. Так что всем пока. Всем спасибо за то, что были со мной. Вот, смотрели до конца. Спасибо. Спасибо большое. Я вас всех очень люблю. Всем желаю хорошего дня. Всем желаю удачи. Пока.